Конец XIX века. Земли Куляба и Хатлона. Эти земли находятся под властью Бухарского эмирата. Правители собирают тяжелые налоги. Крестьяне работают день и ночь, но их жизнь становится только тяжелее. У людей забирают зерно, забирают скот, забирают последнее. Народ начинает понимать, так больше жить невозможно. И именно в это время появляется человек по имени Восе. Восей не был царем, не был богатым человеком, он был простым крестьянином. Он работал на земле, жил среди обычных людей и каждый день видел их страдания. Налоги росли, солдаты эмира приходили все чаще, они забирали у людей последнее имущество, иногда даже еду. Вося все это видел, и постепенно в нем росло чувство гнева. Он понимал, если ничего не изменить, народ будет страдать вечно. Однажды солдаты эмира снова пришли в деревню. Они требовали налог, но у людей уже ничего не осталось. Солдаты начали забирать скот и имущество. Это стало последней каплей. Восе больше не мог молчать. Он начал говорить с людьми. Он говорил: «Почему мы должны терпеть это? Почему мы должны жить в страхе?» Эти слова начали распространяться среди народа. И постепенно люди начали поддерживать его. Восе призвал людей подняться. Сначала их было немного, несколько десятков, потом сотни. Крестьяне брали все, что могли использовать как оружие. Кто-то брал мечи, кто-то копья, кто-то просто палки. Но их объединяла одна идея – свобода. Восстание началось. Повстанцы начали атаковать гарнизоны эмира. Солдаты не ожидали такого сопротивления. Некоторые города и крепости были захвачены. Восстание быстро распространялось. Крестьяне из разных деревень присоединялись к движению. Власть эмира начала беспокоиться. То, что начиналось как небольшой бунт, превратилось в серьезную угрозу. Эмир Бухари понял, что восстание становится опасным. Он приказал отправить армию, хорошо обученные солдаты, вооруженные винтовками и пушками. Армия начала двигаться к районам восстания. Повстанцы понимали, их ждет тяжелая битва. Силы были неравны. У армии эмира было оружие и опыт. У повстанцев только смелость. Началась жестокая битва. Повстанцы сражались до последнего, но армия постепенно окружила их. Многие были убиты, многие были захвачены. Восстание было подавлено, а Восе попал в плен. Восе был казнен. Эмир хотел показать пример, чтобы никто больше не осмелился поднять восстание. Но произошло другое. Имя Восе стало символом сопротивления, символом борьбы за справедливость. Сегодня Восе считается героем. Его имя помнят. Иногда историю меняют не короли и не армии. Иногда ее меняют обычные люди, которые однажды решают больше не бояться.